Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Чинара Бекпасарова, заведующая отделом Центра укрепления здоровья Минздрава. Да? Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Уже год как приняли закон, да, против табака. Новый закон, который в СНГ так более-менее такой прогрессивный, один из последних принят. Как вот за год произошло, что изменилось, на что сейчас надо обращать внимание? Да, закон очень хороший, прогрессивный. По мере возможности были включены все виды табачных изделий на регулирование. Это на сегодняшний день мы обычно говорим классические табачные изделия, которые были, да, обычно уже испокон веков, и новые виды табачных изделий и никотин содержащих изделий. Если раньше на табачные изделия, на никотин содержащие изделия не выделялось, не разделяли такую классификацию. Что такое табак и что такое никотин? Это одно и то же, если так сказать. Основной компонент это никотин является в табаке. Это вот вся проблема в этом, в том, что этот никотин, во-первых, является ядом, и именно то вещество, которое вызывает зависимость. Если бы не было бы никотина, люди курили, потом захотели и бросили. А здесь главное вот в этом никотин их прям связывает на то, чтобы они постоянно принимали. Вот, и бросать очень тяжело. Да? Это точно такой же наркотик, как обычные вот кокаины и другие виды наркотиков. Только разрешенный, легальный, так скажем, еще. Может быть, потому что когда вот этот табак выявляли, люди начали курить, и как-то это воспринималось как будто бы это лекарство. Потом уже через достаточно многое время, даже ближе к столетию, начали обнаруживать последствия от этого курения сигарет. И таким образом система здравоохранения отстала от табачной промышленности, а табачная промышленность за это время стала на ноги, они укрупнились, монополизировались, и на сегодняшний день очень крупные табачные компании в мире, они и работают во всех странах мира, если так сказать. Это вот 4. Philip Morris International, это и British American Tobacco, Japan International Tobacco и также Imperial Tobacco. Вот они 4 крупные транснациональные табачные компании. Они и работают во всем мире. Если даже так, если местные табачные компании, имеется в виду производители завода, да, у нас когда-то был бишкекский завод по производству сигарет, а последующим он стал Ремсма, Кыргызстан. И теперь и Ремсма, Кыргызстан 2014 года закрыт, но работает импортеры. Imperial Tobacco. Но это потому что это понятие к тому, что насколько здравоохранение отстало, мы отстаем, но тем не менее Всемирная организация здравоохранения так консолидированно работала очень долгое время, и в 2003 году рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака приняли все страны мира, все страны, члены Всемирной организации здравоохранения. И на сегодняшний день 182 сторон имеется. Из них 181 стран и Европейский Союз, отдельное членство имеет. Вот почему я выделяю как Европейский Союз. Такой же союз у нас, Евразиатский союз, да, экономический союз. Вот, и также они могли бы войти в членство, то есть присоединиться к сообществу
борьбы против табака, но вот они никак это не решают. Поэтому на сегодняшний день есть у нас национальное законодательство, есть у нас и правовые нормы, которые имеют прямое действие в странах-членах ЕАЭС, это вот технический регламент основной части. Вот. И возвращаясь к тому, что классические табачные изделия или новые табачные изделия, поскольку если старый наш закон просто регулировал классические табачные изделия, ну, минимум, включая насвай, но, в общем-то, как таковой насвай, так и вне поля зрения, если бы в определениях и не говорилось, оставалось без особой регуляции. Вот. А этот закон включил все виды табачных изделий. Даже есть поручение Кабинету министров, чтобы по насваю тоже разработали какие-то нормы. И также в течение 3 лет провели работу, чтобы перевести выращивателей насвая. Вот есть вид табака, по-кыргызски кара табак называется, и это, ну, это махорочный тип табака, из которого делает насвай. И этот, чтобы люди, которые этим занимаются, перешли на альтернативный здоровый вид продукта. И этим в течение 3 лет после принятия этого закона должны решить вопрос в первую очередь Министерство сельского хозяйства. Это переходный период, да? Это переходный период. За этот период надо бы, чтобы их перевести. Но есть еще новые виды табачных изделий, о которых мы не так хорошо знаем, да. Даже некоторые врачи не совсем разбираются, очень путаница создается. Именно, может быть, возможно, поэтому и идет. Есть электронные системы доставки никотина или электронные сигареты. Они появились на рынке где-то 2008 года, а у нас закон был принят в 2006 году, старый закон, вот, который уже потерял свою силу, да. И поэтому там про электронных сигарет, про кальян практически не было никаких регулирований. Вот теперь электронные сигареты имеет электронное устройство, то есть это электронную систему доставку никотина, и основа там никотин без табака. И никотин, и в этой никотин в виде картриджа, там жидкость, обычно 2 мл бывает, где-то вот так. И вот этот картридж вставляется в электронное устройство, и люди имитируют курение. Почему имитируют? Потому что это нагревается, и это не горит, как обычные сигареты, а просто путем нагревания есть батарейка, которую нагревает при включении, и люди вдыхают вот этот пар, аэрозоль. И вот зачастую сейчас есть такое понятие вейпуют, там вейпуют и так далее. И аналогично к этим электронным устройствам, устройства можно даже практически аналогичные, есть, пользуясь такие устройства, придумали изделия из нагреваемого табака. То есть сама называется, если в электронных системах доставки никотина мы говорили об электронных сигаретах и других, там очень много видов есть, флешки, типа кальяна даже делают. А здесь очень больше похоже на обычные электронные сигареты, форма электронных прямоугольные,
больше на сигареты похожи, электронные устройства, и туда вставляет маленькие сигаретки, стики называется. И эти стики, если вот так разорвать, там внутри это табак, то есть в составе есть табачный, готовится из табачного листа, есть часть, ну и другие ингредиенты. Вот. Поэтому и Всемирная организация здравоохранения, секретариат рамочной конвенции на конференции сторон в 2008 году, 2018 году, извиняюсь, приняли в своем решении о том, что это нужно относить к табачным изделиям, потому что... Ну, там, если да, сам табак есть, если... да, потому что содержит табак и другие ингредиенты, но и сделано в виде обычных сигарет, только маленькие стики. Упаковывается на пачки маленькие, по 20 штук, имеется фильтр, как и обычных сигаретах. То есть это маленькие, да, с другой стороны его можно сделать аналогии, вот курительная трубка, да, если раньше махорку вставляли в курительную трубку и курили, а здесь получается, ну там единственное отличие, там горит, а здесь нагревается. Без горения, да? Без горения, Нагревания. да. Угу. Температура ниже, чем, допустим, при горении, и вот. И вот это изделие из нагреваемого табака и никотин, содержащие вот эти электронные сигареты, они ассоциируются как один из новых видов табачных, то есть новых видов, и даже вот эти изделия из нагреваемого табака прямо в одну классификацию включают с электронными сигаретами. И почему? Потому что считается, что у них есть электронные устройства. Вот способ потребления похожий, да? Вот именно только поэтому они по составу классифицируются. И таким образом в последнее время еще появились новые виды табачных, то есть новые виды никотин содержащих изделий некурительного характера. Они бестабачные, они синтетического характера получают никотин и в виде порошка, никотиновые паучи и никпеки, есть леденцы, в составе есть вот эти порошки, включают и кайфуют, получая никотин. И таким образом это вот новые виды табачных и никотин содержащих изделий стало модой среди молодежи. И это очень просто очень сильно настораживает как Министерство здравоохранения, так и Всемирную организацию здравоохранения, поскольку все переходят на это. Слава Богу, вот в нашем законе здесь есть нормы по регулированию никотин содержащих изделий. Статья 5 прямо четко говорится о том, что вот в этот закон о табаке включены и никотин содержащие. То есть этим одним законом регулируется. Потому что что табак, никотин, основа никотин, что и никотин. То же самое, вред одинаковый и из этого и исходится. Вот. И название даже от последствий потребления табака, никотина и от воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля. Если так посмотреть в классификациях многих документов Российской Федерации, я видела, практически аэрозоль, это включает и табачный дым, и другие, то есть это аэрозоль, это общий, а табачный дым входит туда в составе. А вот молодежь, ее завлекают тем, что это какое-то современное, похоже, компьютеризированное такое, как будто это очень
модно становится из-за того, что внешнего вида и вот этого компьютеризации, да, какой-то. В виде флешек делают, да? Вот да, эти? в виде флешек делают разные формы, интересные формы очень даже. И сама по себе как-то думают, что вот когда-то люди начинали, чтобы выглядеть круто, да, особенно вот в этих художественных фильмах, великие такие наши актеры, даже если они сами не курили, они могли держать сигареты и показывая этим, что насколько это круто, да. И вот это была такая... Вот, зарубежные, да, если взять. это вот реклама была такая, прямая реклама или это косвенная реклама. И вот люди от незнания еще многие идут к этому, и молодежь смотрит друг на друга и повторяет их. И зачастую, если от сигарет и от других видов табачных изделий, обычных, да, есть запах, да, сильно, через некоторое время от людей курящих прямо можно распознать издалека, но наша молодежь, менталитет кыргызский, они немного, ну, скажем так, боятся родителей и скрывают факт курения хоть сигарет и хоть и новых видов табачных изделий. А если посмотреть, вред одинаковый. Сама по себе никотин, хоть в табачных изделиях, хоть никотин содержащих изделиях, имеет непосредственное, прямое действие, воздействие на сердечно-сосудистую систему, суживает сосуды. И таким образом приводит к последующим инфаркту, инсульту, гипертонические болезни. Я не буду там весь механизм рассказывать, а точно так же меняется агрегация тромбоцитов происходит, а это то же самое и инсульты, и ишемическая болезнь сердца идет. То есть и даже могут быть и периферические сосуды страдать, гангрены. И хоть изделия из нагреваемого табака, и никотин содержащие изделия, или обычные классические табачные, вред одинаковый, в принципе. Но может быть, даже вред электронных сигарет еще больше, потому что там в чистом виде вот эти вещества, а там все-таки какая-то часть из этого табака, плюс там канцерогены какие-то, да? А здесь-то прямо вот, если взять котлета, в которой есть яд, можно съесть котлету, а можно всю котлету выбросить, взять чистый яд сам, никотин, и его передавать в организм, получается. Ну, если сказать через электронную систему, они все равно попадают в легкие. Ну да. В легкие, и точно так же при курении обычных сигарет эти легкие попадают. При курении сигарет как-то это дозированно идет, и как-то мы уже знаем, сколько никотина вот в этом сигарете находится. А в электронных сигаретах, особенно подростки, они играючи, не понимая всего этого, курят и максимальное количество дозу получает от никотина. И могут отравиться, и могут и даже от этого умереть. И сейчас таких случаев много, об этом сообщается, поэтому легкие крупно страдают, даже приходится в некоторых случаях становиться в очередь, если живые остаются, то на замену легких, на донорские легкие начинают играть. И это очень опасно, это электронные сигареты не является альтернативой для классических сигарет и не является безопасным продуктом. Это то же самое. Хотя табачные компании говорят, что прям чуть ли не на 95% это снижает вред. Это не так, действительно. Но эти компании рекламируют якобы, у них же даже лозунги есть: «Откажемся от курения». То есть не будем курить сигареты, а давайте будем
Вейповать, да? И это было очень многое время, и Всемирная организация здравоохранения в свое время в связи с этим сделали заявление о том, что альтернативная сигарета не является, электронная сигарета не является альтернативой бросанию курить. И ну как можно бросить курить, если никотин человек принимает? Никотин зависим от этого никотина. Да, но они апеллируют тем, что некоторые электронные сигареты не содержат никотин. Ну а как определить у нас в Кыргызской республике, если у нас лаборатории ни в Кыргызстандарте, ни в департаменте санэпиднадзора не могут это сделать еще. А зачем выпускают электронные сигареты без никотина? Смысл в чем тогда? Ну, смысл того, чтобы люди бывают зависимы физически, но и психологически от того, что они держат эту сигарету, и вот эта привычка сама по себе, это тоже очень важный фактор. И люди после того, как с самого начала, когда бросает, начинает искать, да, им себе неуютно себя чувствуют, если они не видят то любимое занятие, которым они, да, эти занимались. Например, они держали во рту этот и начинали какие-то писать законы или еще что-то там такое творческое занятие. Водка, да? Как будто. Ну, пиво больше всего, наверное, подходит. Вот. И точно так же есть сейчас табачная смесь, которые в составе, что непонятно тоже. Опять-таки это говорят, что формула – это авторское право, и они не могут раскрывать. И рецепты не выдают. И мы не знаем, что содержится в вот этих курительных смесях без табака. Есть кальяны, которые с табаком курят, а есть кальяны, которые туда курительную смесь пользуют, а мы не знаем даже, может там наркотики есть, может быть какие-то это. И точно так же в классических сигаретах есть информация о том, что в составе этих сигарет настолько больше просто таких веществ, которые быстро приводят к зависимости, нежели самого табачного листа. Даже такое есть. Но надо же это доказать, надо же это. То у нас в наших условиях это делать невозможно. Но многие развитые европейские страны, где имеются такие крупные лаборатории, есть лабораторные центры и координирующие вот эти сотрудничающие центры Всемирной организации здравоохранения. Там, конечно, возможно это делать, но это один раз делаешь. Как-то мы один раз в Америке провели анализ на свая, да, точно так же, да. И к всему счет, вот у нас то, что закон приняли, нормы закона хорошие, но вот сейчас принимает альтернативный проект, разработан, и даже на общественное слушание выставили на сайте Евразийские экономические комиссии. И вот до 30 ноября можно будет давать свои отзывы, просмотрев этот проект технического регламента. И как раз о никотин содержащих изделиях. Проект по регулированию никотин содержащих изделий. Название тоже технический регламент на никотин содержащие изделия. Цель то же самое по регулированию никотин содержащих изделий. Ну а как только что туда входит, туда и входят изделия из нагреваемого табака. Но у нас же есть еще действующий технический регламент. О табаке. О табачной продукции, да. В 2014 году приняли, он в основной части начал работать, вступил в силу в 2016 году, если так. Но
в любом случае он действует, и прямое действие имеет на территории Кыргызской республики. И туда можно внести изменения и дополнить изделиями нагреваемого табака. Да, добавить что-то, да, и все, да? Да. А зачем тогда новый регламент Новые предлагают? регламенты можно было бы не делать, но и можно разделить никотин содержащие изделия. Ну, это вот кто, если так сказать, есть же у нас в Жогорку Кенеше все законодательства принимается, и там инициативы могут быть страны поднимать, но основной части политику проводит Евразийская экономическая комиссия. И Армения, Республика Армения, они, их стороны подняли эту инициативу, решили, что нужно это технический регламент отдельно, ну и Евразийская экономическая комиссия поддержала. И поэтому этот документ в рабочей группе мы участвовали, подготовлен. Но, к сожалению, от Минздрава давали раза 2 или 3 свои замечания и предложения к этому техническому. И в конечном итоге на последнем этапе члены нашей рабочей группы из Минздрава Кыргызской республики написали особое мнение. Ни одно замечание, отправленное от Министерства здравоохранения Кыргызской республики, я посмотрела сравнительную таблицу, у всех есть это, во всех странах. И в сравнительной таблице, если посмотреть Минздрав Российской Федерации, и Казахстана, и Армения, они тоже самые предложили очень хорошие предложения, сделали замечания, ни одно из них не принято. Но принято все предложения, которые даются с табачной ассоциацией. Вот, получается, значит, они делают они табачные участвуют, компании, в рабочей группе. Лоббируют, и если участвуют в рабочих, то есть это для них выгодно, получается, да. Новый регламент. Новые регламенты в текущем прям вот какой и есть этот проект регламента, он действительно не в интересах здравоохранения разработан. Вот этот новый. Да. Угу. И на сегодняшний день Министерство здравоохранения тоже свое заключение подготовило. Вот если сегодня исходящий номер дадут, мы отправим. И также наши члены национальной коалиции, вот, профессиональные медицинские ассоциации и другие НПО, которые занимаются вопросами здоровья населения, они тоже очень обеспокоены тем, что во-первых, все перемешано, несмотря на то, что есть действующий технический регламент на табачную продукцию, они из-за того, что устройство электронное для способ потребления одинаковое, включает изделия из нагреваемого табака на никотин содержащие. Это в новый первое. Регламент, да? Да, первое. И из 5 стран, членов Евразийского экономического союза, 3 страны, это Российская Федерация, Казахстан и Кыргызстан, имеют очень четкие, ясные законодательные нормы, и там запрещены, у нас вот в 15 статье, никотин содержащие бестабачные изделия и также импортируемые никотин содержащие некурительные табачные изделия, некурительные оба, запрещается. Здесь продажа запрещается, производство, импортирование, все запрещается. И несмотря на это, они включают техрегламент, который будет иметь действие, прямое действие и на территории Кыргызской республики. Получится, таким образом, они хотят... Противоречить будут. Да, они, по идее, если такие нормы законодательные есть, можно было бы и оставить никотин содержащие изделия
их регулирование в рамках национального законодательства. Но хорошо, национальный закон – это одно, он очень всеобъемлющий. Там есть нормы, которые близко даже не входят в техническое регулирование. А что такое техническое регулирование? Это состав, это упаковка. Но в целом вот эти две пункта можно и взять. А теперь они, включая проект техрегламента на никотин-содержащие изделия некурительного характера, и хотят идти на разрешение и на поступление на рынок Кыргызской Республики этих изделий, которые у нас запрещены. То есть этот наш закон кыргызский будет противоречить вот этому техрегламенту ЕАЭС, который имеет прямое действие на все Наш 405 закон стран. Работает, и проект, который сейчас разработан и обсуждается, именно разрабатывается и хотят принять в противоречии нашему закону, Да, так можно сказать. И если обычно вот в рамках Евразес, когда вот я участвовала, была членом рабочей группы вот того действующего технического регламента на табачную продукцию. Изначально он в рамках Евразес у нас была. Там и Таджикистан был в составе рабочей, это в составе, вот в членстве 5 стран были. А сейчас его потом, из-за того, что это табачной промышленности не понравилось, они потом из Евразес забрали таможенный союз. И в таможенном союзе 3 страны, Белоруссия, Российская Федерация и Казахстан, приняли в конце концов. В 2014 году мы еще не были в составе таможенного союза. То есть мы уже, когда и ЕАЭС зашли вот этот состав. И вот если поднять тогда и по регламенту немножечко лучше, мы говорили, если нормы национального законодательства имеются, эти нормы учитываются при разработке международных договоров. Да. И сейчас эти 3 страны, это большинство, из 5 имеет запрет на продажу этих табачных изделий, то есть никотин-содержащих, некурительных, без табачных изделий, такие никпеки, никотиновые паучи, леденцы и другие вот эти, и тоже, в том числе и табачные изделия у нас в Кыргызстане забыть, некурительные табачные, кроме насвай. Насвай все еще решается. Вот. Это, конечно, наша большая проблема с этим насваем, но, думаю, этот вопрос решится. Они все запрещены. И тем не менее, вот этим проектом, новым проектом ЕЭК, который вот сейчас обсуждается, хотят разрешить их продажу на Крым. Получается, табачные компании смогли преодолеть те запреты, которые приняты в законе против табака. Они не могут преодолеть. Они хотят, хотят ввести разногласия, и будет... На самом деле технический регламент, они стоят, ну, как бы, скажем, если особенно правительством принимались бы, они стоят ниже законодательных норм. Национальное законодательство все равно это выше. Но сможет Кыргызстан не выполнять требования вот этого технического регламента нового, основываясь на своих законах? Дело в том, что нового технического регламента еще нет. Это проект. Если будет. И мы сейчас, не только Кыргызстан, а 5 стран, Минздравы 5 стран, да, стараемся противостоять, чтобы их вот в таком виде, каком сейчас есть, не было. Это первое. Второе. Если появится, что они разрешат вот эти некурительные табачные изделия, это будет нонсенс, и это будет очень большой конфликт интересов. И это будет конфликт между законом и техническим регламентом 3 стран.
И как это будет решать, это тоже будет очень сложный вопрос. Или мы должны оставить... В некоторых случаях технические регламенты принимались таким образом, что их действие ограничивалось по отдельным нормам на территории той или иной страны. Вот. Ну, сейчас думаю, что до того, как это примется, мы должны преодолеть, во-первых, очень крупное нарушение, это вот изделия из нагреваемого табака включает на никотин содержащие, только потому что способ потребления одинаковый. И хотят разрешить вот никотин содержащие некурительные бестабачные изделия, которые у нас запрещено и в России, и в Казахстане. Это вот тот конфликт. Да, который у нас есть. И надо что... его решать. Да. Поэтому и 8 ноября собирается 5 представителей 5 стран Министерства здравоохранения на уровне заместителей здравоохранения, заместителей министра здравоохранения, и будут обсуждать. И туда приглашение представителей как Евразийской экономической комиссии, так и Министерства экономики. Надеемся, что мы найдем консенсус, и этот вопрос решится в пользу здоровья людей. Это в Бишкеке будет? Да. 8 ноября. Да? И мы приглашаем все средства массовой информации на пресс-конференцию, которая в рамках этого совещания будет проводиться. Спасибо вам большое. У нас время вышло. Ну, табачные компании, что хотят, делают, и их очень трудно остановить, да? Они очень богатые. Да, да, у них есть деньги. Да. И эти деньги, не знаю, одной компании, наверное, такие деньги, что 5 Минздравов не осилит это. Ну, надо бороться. У нас у 5 Минздравов, наверное, такое количество денег нет. Вот так примерно. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Чинара Бекпасарова, заведующая отделом по борьбе против табака Республиканского центра укрепления здоровья. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. До свидания. До свидания.